Нас же по современному сленгу кинули же. Кинули. Пенсионерка Анастасия Новгородова сетует, что она и еще десятки людей стали жертвами обмана. Вместе они сдавали деньги на строительство коттеджного поселка. Дольщикам обещали лучшие условия и самые современные дома. Каждый выбирал свой проект под своему карману, по своим фантазиям. Поэтому надеялись, обещания были очень хорошие. Доверились этому человеку, Амуковой Василисе Викторовне. Справлять новоселье по плану должны были в 2014 году. Однако застройщик, компания «Сахагидроэнергострой», свои обязательства не выполнила. Работы даже не начинались. В этом живописном месте, неподалеку от Якутска, согласно проекту, должен стоять коттеджный поселок. Элитный, со школой, детским садом и собственной электростанцией. Насколько сильно разошлись обещания застройщика с его делами, становится ясно без слов. Уставшие от неясностей и постоянных переносов сроков, дольщики стали бить тревогу. Письма направлены во все инстанции. Расследованием занялось Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Якутии. Согласно договору, за приобретение земельных участков и строительство домов граждане произвели оплату в полном объеме. Сумма выплаченных средств по предварительным данным составила 60 миллионов. Однако договорные обязательства по передаче и регистрации земельных участков и строительству домов со стороны коммерческой организации не выполнены, а данное юридическое лицо по адресу регистрации отсутствует. Уголовное дело пока не возбуждено. Сейчас сотрудниками полиции проводится процессуальная проверка. Тем временем директор компании-застройщика перестал отвечать на телефонные звонки. Абонент в сети не зарегистрирован. Пожалуйста, перезвоните позднее. В сети интернет по запросу «Сахагидроэнергострой» в открытом доступе десятки судебных решений. Практически все тяжбы компания проиграла. Это и обманутые дольщики, и невыплаты заработных плат. Впрочем, исполнять волю закона застройщик не торопится. Зам этой Амуковой, по-моему, там Руслан Васильев был, такой уже человек преклонного возраста. Я у него спрашиваю, как-то летом встретил, спрашиваю, где мои деньги, давай отвечай. Он вы мне лично деньги давали, и все, он отписался. По словам пострадавших, они готовы продолжать разбирательство и будут отстаивать свою позицию до конца. И дело здесь не только в деньгах. Победа в этом конфликте для обманутых жителей уже вопрос чести. Дмитрий Макаров, Роберт Набиев, Василий Соловьев. Вести. Якутск.